бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Доброе утро, дорогие радиослушатели, доброе утро, страна. Вы слушаете утреннее шоу «Салом Хамсадо». Сегодня у нас четверг, 13 апреля. Замечательный весенний солнечный день. И сегодня это утро вместе с нами встречает настоящая звезда российских телеэкранов. شخصی که مستوار از شرب فرق میکند و این ملکه دکترین او است. او رو بیرون از تاجیکستان میشناسند و البته خوراکی بولذت رو او آماده کرده هم میتواند که این بسیار استریوتیپ است میانی مردان که مردان گویا که خوراک آماده کرده نمیتوانند چون این نیست. Кстати, об этом мы с тобой еще позже поговорим и с нашим гостем тоже. Для начала его представим. Сегодня у нас в гостях, друзья, финалист шоу «Молодые ножи», самый активный фудблогер нашей страны. Человек, который из обычных элементарных ингредиентов делает просто шедевры и показывает все это в своем инстаграме. Друзья, у нас сегодня в гостях Шамсидин Насреддинов. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Спасибо огромное, что позвали Джамила. Спасибо огромное, что позвали Фирдавс. Итак, сегодня очень хороший солнечный день. Начнем это утро очень красиво. И надеюсь, что будет вкусно тоже. Вкусно, да? Беседа будет вкусная. Салом башад ошпаз, калимаи бо мазара истифода барадагар, ин бисёр хуб аст Джамила. Шамсидин, как настроение? Как вообще начался день? Во сколько вы просыпаетесь обычно? Чем занимаетесь по утрам? Мой обычный день просто просыпаюсь 7:30. И уже 8 я на работе. Много не надо. Довольно-таки рано. Да. Вы работаете в одном из столичных кафе «Бон аппетит». Да, бон аппетите. И прям у вас график с утра до вечера? В плане полный рабочий день? У нас в основном завтраки, поэтому акцент у нас идет на завтраки. Я вот с 8 до 4. А у нас завтраки полностью подаем весь день. И я с 8 до 4 полностью каждый день там. یعنی شخصانی هستند که روزانه قروتابیان که آش استعمال نمیکنند روزانه هم نهاری میکنند. بسیار خوب. این خصوصا شخصانی که ساعتی 16:00 از خواب میخیزند. و من یک سوال دیگر، شما ساعتی 7 از خواب میخیزید و ساعتی 8 الکی در کارگاه میشد. یعنی نهاری شما در جای کار است؟ در جای کار نهاری میکنید؟ بله، в основном на работе. و این مشکل نیست؟ به شما پسند است که در جای کار خوب ویدیو تماشا کرده نمیشود؟ اوینه نیلگون Это, Фирдавс, ты у нас разбалованный. Ты знаешь, что 85% страны завтракают и обедают на работе. Джамила, и готовят. بعد از اونی که من با رادیو پیوستم چنین حیات رو من هم اکنون در خاطر ندارم. تنها روزهای شنبه و یک شنبه. Что ж, Шамсидин, тогда такой вам вопрос. Вы, получается, с 8 до 4 каждый день на работе, но при этом вы успеваете активно вести Инстаграм. Как вам это удается? Откуда столько времени и сил снимать приготовление блюд? Или вы все это на работе готовите? Просто... Нет, готовлю для контента у себя дома. Вот после 4, у меня вот до 6, до 7, пока вечер не наступил, пока свет хороший, я уже снимаю. Снимаю тоже вот дома 5 раз в неделю, это максимум 5-6 рецептов в неделю уже выходит. میشه چنین حالت‌هایی که امروز ما لازانیا آماده میکنیم پنیر نداریم چیکار میکنید در چنین حالت‌ها؟ Нет, я все это сначала для себя пишу в заметках, что для этого надо, что все подготавливаю, там реквизиты тоже готовлю и потом начинаю снимать. То есть, получается, половина вашей, наверное, зарплаты уходит на ингредиенты для приготовления блюд, которые вы делаете. А помимо этого я вот развиваю свой блог и принимаю рекламу у себя в соцсети. То, что получается я от рекламы, я полностью вкладываю в Инстаграм. Да. Все понятно. Это я так технично хотела спросить, нормальные ли зарплаты у поваров в нашей стране. اما این شمسیدین ما همچون اینوستر خوب است، یعنی درآمد رو باز رینوستریات میکنه، یعنی بار دیگر از نو سرمایه گذاری میشود به نظرم که الکی این برایش منفی نمیشود و چی درآمدی دارد به نظرم. Шамсидин, вы участвовали в проекте «Молодые ножи». На телеканале «Пятница» идет этот проект. Плюс ко всему вы приехали из Худжанда в Душанбе. Там вы росли, насколько, да, мы знаем, родились. И там у вас был еще и ресторан. Обо всем об этом мы поговорим постепенно. Давайте начнем с «Молодых ножей». Как вы туда попали?
А вот уже как более 3 года я развиваю свой блог. И тогда у меня свое кафе было наподобие лайтового, молодежного. И про меня написали как топ-5 молодых шеф-поваров Таджикистана Азия Плюс. И они уже начали искать по СНГ хороших шеф-поваров, чтобы позвать запустить это шоу. Мы были, первый выпуск вместе с нами был. Вместе со мной был. Из Таджикистана так получилось, что выбрали только меня, даже из Казахстана, из Кыргызстана, из Узбекистана тоже таких конкурентов у меня не было. Только вот, из Центральной Азии повара просто из России, из разных стран, из разных городов России, и просто я меня просто нашли как вот молодой топ-5, и там первая заголовка, и моя фотография была. Они нашли, и потом там ссылка на Инстаграм был. Они перешли и написали мне, я просто не верю, я просто зашел, сначала они написали, я захожу на официальную страницу «Пятницы», там про кастинг ничего не говорится. Я думал, это спам. Или я думаю, может все-таки ответить или нет. Ну, я и ответил, потом реквизиты были, я визитки заполнял, и через какое-то время приходит сообщение, что они меня приняли, кидаете паспорт, и завтра вы уже будете в Москве. Я за 16 часов просто вещи собрал, переехал в Москву. Здорово. Слушайте, а вам писал менеджер, получается, не с официальной страницы «Пятница», а просто менеджер этого проекта. Понятно, друзья, поэтому будьте внимательны. Если вдруг вам когда-нибудь поступит сообщение от Ким Кардашьян, например, поработать ассистентом, либо оператором. Да, проверьте на всякий случай. Спам хамон вақте мешавад ки салом Шамсиддин, шумо 50 миллион рубл бурд кардид, он спам аст воқеан. Это точно. Либо я заработал на телеграм-канале целое состояние, это тоже вранье, друзья, не верьте в это. Что ж, есть еще один момент. Окей, вы прилетаете в Москву, и как все дальше происходило? Вас встретили, разместили в гостинице, помогли ли вам? Меня встретили, сразу разместили в гостиницу, и уже утром ждем вас на студии. Все. У меня было 7 часов после полета, чтобы отдохнуть и переварить. У нас не было никто ничего не знал. Просто мы попали на съемочную площадку и сказали, что полностью будет типа импровизация. Мы пока сами тоже, редакторы говорят, мы сами пока не знаем, какие конкурсы будут и что там будет происходить. И вот. Ягона чизе ки мо медонем ки Ивлефро мо ворид мекунем, онҷо Mortal Kombat мешавад, Tekken 7 мешавад, ин худи барнома муайян мекунанд. Да, все было по-честному, никто ничего не знал, что будет, и просто все, съемки длились просто 23 часа. Без остановок. 23 соат? Да, один выпуск снимали 23 часа. Это как получается? Ин ҳамаи ҳақоратҳои Ивлев ба фикрам ба анҷом расиданд. Дар вақти сабти ин барнома. Нет, 23 часа, но на самом деле, да, создание телепродукта — это довольно-таки трудоемкий процесс, и много времени на это уходит. Время отводилось на то, чтобы вы готовили и прям беспрерывно вас снимали? Там 3 конкурса было, 6 участников. Да. Первый конкурс был просто завязанными глазами, просто понюхать, попробовать и приготовить то, что было. Вам жаркое попалось? Да, мне жаркое, я угадал. Да, и я прошел. А второй было там, в боксе было 5 продуктов, из этого надо было что-то приготовить. Я приготовил, 3 человека уже выбили, и 3 человека прошли на основной, на финальный конкурс. А там было приготовить что-то блюдо из мяса. Слушайте, Шамсиддин. Ман 23 соат як чизро қайд кардам мехостам ҷавад. Вақте ки агар дар аввал мегуфтанд ки сабт 23 соат мегирад, ман мегуфтам чи мо дар ин вақт суманак тайёр мекунем. Яъне 23 соат дар ин миқдори муайян танҳо суманак имконпазир аст омода кардан. Константин Ивлев на самом деле известный шеф-повар России, и, наверное, прославился он в большей степени благодаря как раз-таки программам на «Пятнице», на «Ножах» у него был проект, где он там... «Адская кухня», да, где он очень жестко обращался с поварами. Вы с ним познакомились именно вот в начале съемок? В начале съемок, да. За час до съемок он пришел представиться. Он на самом деле то, что показывает по телевизору, он совсем другой. А самый мухим. Так. Он очень веселый, энергичный. Просто все, как зашел, все аж вздрогнули. Успокойтесь, это просто образ мой там для адской кухни. Надо строгую батю надо строить, чтобы... Что просмотры были. У нас было более профессиональные, там все шеф-повара были, и он был как коллега. Он подсказывал, он помогал, если что-то не так, он просто направлял. Потом после проекта с каждым еще лично поговорил, там
очень хороший. Тавсия ба фикрам А дошт. с участниками вы подружились, друг с другом Да, мы познакомились? подписаны до сих пор друг на друга, общаемся. ман як чизо фаҳмида мехостам акнун намедонам дар рафти барномаи маладаи нажи ин буд ё ин ки на баъд аз оне ки интервью мегиранд яъне ҳамсӯҳбат мешаванд бо ҳар як иштирокчӣ барои мисол духтаракро мепурсанд нисбати Шамсиддин чӣ андеша дорӣ ӯ маҳорат надорад ӯ наметавонад ман аз ӯ беҳтар ҳастам инро яъне шумо худ яъне сидқан мегӯед аз таҳти дил Нет, мегӯед вот, даже такого там не было. Мы просто подружились. Просто это конкурс, мы все коллеги там просто за честную, за равную конкуренцию на самом деле. Ну, это было видно. На самом деле, вот этот проект «Молодые ножи» по сравнению с «Адской кухней», например, или с программой «На ножах», он такой более лайтовый был, более добрый какой-то проект был. Многие отметили это в комментариях. Написали, что ой, Ивлев даже такой лапочка сегодня не орет на участников. А был страх, что вот он сейчас начнет истерить? Вы вообще смотрели Нет, до на этого самом эти деле, омода будед программы? барои ин кор Я просто зашел, кухня была на самом деле очень красиво все расставлено, продуктов очень много. Я просто волнения были, я просто подумал, просто стану на свое место и буду делать то, что я умею. Все, больше о другом я и не думал. яъне омода буд ба Да, фикри вот ман такого Шамсиддин. сильного мандража у меня не было просто. Все это так быстро произошло, что я просто, будь что будет, я просто буду делать то, что я умею, да. Беҳтарин. И всё. И далее уже на третьем раунде финал там судил, по-моему, Дюжев. Да. Вышел Дюжев, тот самый из бригады. космос шахсоне ки Да. бригада тамошо карданд Но он настолько изменил. Он же из бригады, да? Да. Вы так просто Да. посмотрели, я думаю, может, я ошиблась. Он на самом деле так изменился внешне, что я его не узнала, когда смотрела программу. Думаю, он это не он. Но он прям такой тоже добрый был и Да. под достоинство оценил все блюда финалистов. В итоге не было обидно, что выбрали победителем не вас, там, а вот этого парня Святослава, по-моему. Да нет, я просто сделал то, что мог. Хай на себе отдам на Будамегаков. Не надо расстраиваться. То, что я до туда дошел, это уже для меня уровень, поэтому все нормально. И как отсняли программу, 23 часа все это заняло. Я представляю, какая была тогда вот эта вся движуха, как вы все волновались. Время пролетело незаметно, мне кажется. И на следующий день вы улетели? Нет, я остался, я 8 месяцев. Я ҳашт еще... моҳ дар он ҷо Да. боқӣ мондед А как? Вам Бочком, предложили, а мы- может быть, еще участие в проектах? Да, или- после этого там уже сразу на меня вышли, и я еще 8 месяцев там в Москве шеф-поваром работал в кафе, и управляющим, и шеф-поваром продвигал это кафе. як лаҳза Окей. ба омон қаҳвахонае ки шуморо даъват карданд шуморо дар телевизион яъне шинохтанд баъд даъват карданд ё ин ки шумо худ CV резюмеро Нет, я до этого уже жил в Москве 1,5 года. А, вы там жили. Да, у меня очень много друзей там, я просто, мне надо было приехать туда. А насчет проектов телевизионных, не было ли больше предложений, или у самого у вас не возникало желания продолжить, например, свое участие в «Адской кухне», точнее, начать свое участие в «Адской кухне», либо в проекте «На ножах»? Нет, после этого я как-то хотел еще более подучить себя, чтобы как-то вот... После этого я еще 3 мастер-класса проходил. Еще скоро у меня опять в Москву летаю насчет мастер-класса. Пока что еще хочу поучиться, и уже эта тема уже мне более неинтересна. яъне машҳур шудан Да, дигар вот лозим для нест своего эҳтиёҷ блога я буду это делать, но если какие-то вау-проекты, то вау проект ба фикри шумо чӣ лоиҳа аст международного уровня что-нибудь. дар Италия бошад ба Да, фикрам вот что-то международного. Я забыла, как называется в Америке. «Адская кухня» тоже Мастер-шеф. называется. «Мастер-шеф» Да. называется эта программа. Раньше она шла на телеканале Ю, и там один из самых, наверное, знаменитых во всем мире шеф-поваров был ее ведущим. Это была жесть конкретная. ба монанди ҳамон ба фикрам муноқишаҳо боз бисёр мештанд Но при этом очень интересно было Да. следить за этим проектом. Вы тоже смотрели его Да, в с детстве? детства, вот программа детства. Вот как раз-таки пришли мы к вопросу, как все началось вообще, ваша любовь к еде, ваша любовь к готовке, как она проявилась, когда вы поняли, что вы хотите стать поваром? А вот с детства это, когда мама готовила дома, я просто смотрел, подходил к ней. Вот раньше, когда вот 6-7 годиков тогда было, мама, типа, иди, это не работа не для мальчиков, иди там с друзьями гуляй, типа такого было. А потом, что они видели, что я уже все, мне нравится это, я просто начинаю спрашивать. И уже когда вот
8-9 я нормально уже готовил там завтраки полностью. После работы я себе обеды делал, например, да. И потом с 14 лет уже меня отдали к шеф-повару в Худжанд. Первая моя работа, если знаете, Панчшанбе базар. Да. Вот первый мой учитель Абдурауф его звали, зовут до сих пор. Год я работал там, после работы, после школы я приходил и дальше работал там. И потом уже на каникулы нас позвали вот командой в Бахористон, если тоже знаете вы. Гулистон. Да, вот. Бахористон, санаторию. И вот до выпуска школ я после учебы, после школы ходил туда. А в Панчшанбе базаре вы работали там в кафе? В столовой. В столовой. Да. Поваром или помощником Вот учеником. повара? Учеником. Да. Ага, вы учились, получается, в бисёртар дар он ҷо писанд аст кор кардан ки ҳоло дар бон аппетит бо духтарони зебо ва ҳама ҷо ҷамъ омадааст, яъне ба монанди он ҷо нест ки нонро парто ҳоло ва ба монанди Дилшод Назаров нонро гирифта аз вот это як вот кунҷи дигари столовая, ошхона. это как в СССР, это вот классика. Надо вот с этого начать и уже понять для себя. Возможно, кто-то выберет там кондитером быть, да, возможно, там я и на кейтеринге, на свадьбе всякие столы накрывали. Возможно, кому-то эта часть нравится. Просто вот кулинария — это очень большая отрасль, которому каждый для себя может свое что-то найти. И вот я начал заниматься этим, мне понравилось это. Мне нравилось ходить на всякие мероприятия, свадьбы, стол накрывать. Я попробовал 2-3 года это, потом мне понравились мастера. Вот после университета я хотел научиться полностью, все было правильно, как в ресторане. Я поехал в Москву после выпуска университета, 1,5 года поехал туда, потом приехал. В Худжанде я хотел открыть свой ресторан, открыл, хотел свое кафе, я открыл. Вот, и потом хотел на шоу тоже, вот потом позвали, я опять поехал в Москву. И вот сейчас как блогер себя развиваю. Вот. Беҳтарин. як чиз дигар Да. ман чиро пурсида мехостам, шумо метавонед ки дар ягон ҷангал бошад, шояд ки дар ҳавлии назди хона говро гирифта, албатта бо маблағҳои худ, баъдан онро дар дохили оташ гузоред ва ҳамаи он гов омода шавад ва баъдан моро даъват кунед. Баъд феҳристи одамоне ки даъват кардан лозим аст ман ба шумо мегӯям. Ман ҳамин тарзи наворҳоро ман бисёр меписандам. Чаро яъне чунин мекунанд? Албатта, ман мехоҳам ба таври национальный худому видеогирам Амугулзар Village рафтем ку полностью собрать всех блогеров полностью в Казани, как раньше дома делали, полностью накрыть национальный наш стол, позвать своих друзей, позову вас тоже, и сделать какой-нибудь классный ивент сделаем, возможно, благотворительным фонду, или, возможно, это просто выделим. В планах есть такого сделать, полностью в национальном виде. Бини хайриявӣ аст ва оне ки Шамсиддин Мавриди деҳаи Гулзар қайд кардан, ин вақти мо ҷашни Наврӯзиро дар як ҷое бо Кока-Кола истиқбол мегирифтем. Маз дар ҳамонҷо ширкат кардем ва мо бисёр хурсанд мешавем дар он ширкат варзем. Я хотела вопрос задать про базар, Панчшанбе, про Худжанд. Бармегардем ба Худжанд. Да, совсем далеко. Ба Душанбе омадем. Да, в Худжанд. Шам, скажите, пожалуйста, сколько лет вам было, когда вы начали работать в кафе на базаре? Вот в столовой. Ученик 8 класса, 14 лет. 14 лет. И получается за вот такой 12 вам сейчас... лет в этом году. 12 лет. Угу. Есть ли какие-то курсы для поваров у нас в стране? Либо вы в университете по специальности на повара учились в институте, скорее всего, или в специальности училище? я пищевик-технолог, инженер. А так, есть политехнические, в Худжанде тоже, в Душанбе тоже слышал где-то. И есть частные, которые преподают там определенно какие-то по кондитерскому, там, или по мясу, или по тесту там. Если человек хочет найти информацию или обучение, да, информации очень много. Вот смотрите, вам 14 лет, если вернемся в прошлое, вам 14 лет, вы работаете в столовой в одном из самых больших рынков в Худжанде. И в целом, были ли у вас тогда мечты стать фудблогером тем же, либо готовить европейские блюда, там разные кухни, или как вообще шел процесс осваивания именно профессии повара? Ведь это реально очень большая работа. Нужно изучить историю блюд, рецепты различные, там кухни какие бывают. Это все очень
такой трудоемкий, опять же, процесс? Я вот с детства, вот начнем, да, мне это просто нравилось. Я даже не думал, вот даже вот в 14 лет я шел просто обучиться этому. Мне это нравилось, я хотел научиться этому. И то, что это обернется для меня профессией и будет принести мне в дальнейшем доход, я об этом вообще и даже не соображал. И то, что я сейчас вот занимаюсь блогерством, я тоже об этом вообще, я сам по себе интровертом был, я так считал. Ман интроверт, салом бачахо. Но работая вот над собой, я понимаю, что наоборот мне надо ближе к людям, мне это наоборот ближе, и вот начинаю развивать себя этом. И в дальнейшем вот YouTube, на телевидении, это все в планах есть, и все к этому уже идет. Но я раньше этого не думал, что я стану я блогером стану каким-то знаменитым. Я просто хотел стать... А вот историю, рецепты, историю различных кухонь вы изучали сами, самостоятельно? Да. Интернет. Или вот программа, да, Мастер-шеф, которую вы смотрели. Вдохновлялись образом поваров, которых до 14 лет я вот активно дома готовил, как самоучка. Уже я представлял и знал, к чему я иду. Вот. Ну, вкусно получалось? Дома поддержали эту инициативу потом в итоге? Разница между мной и сестрой 6 лет. Я вот в свои 10 готовил лучше, чем она в свои 16, например. Было и такое. Бо фикрам ин махсусан ҳамон хоҳарест ки Шамсиддин ту метавонисти дар дигар оила таваллуд шавӣ. Чаро маҳз дар ин оила? Наоборот, мне кажется, сестра в восторге, ей очень повезло. Не, ман дар назар дорам вақте ки инҷо чунин масъала мешавад ки мегӯянд хоҳари Шамсиддин хӯрок омода карда наметавонад. Чаро Шамсиддин дар ин оила таваллуд шуд? Сейчас очень хорошо даже готовят нам на тандыр даже. Вот, Шамсиддин научил. медонед инҷо акнун як ибораи илмӣ пайдо мешавад. Эффект Шамсиддина. Нет, эффект Келина. Ин аллакай ин китоби дигар, ин боби дигар. Шамсиддин, скажите, пожалуйста, а вот какая кухня ваша самая любимая? Какие блюда вам нравится готовить больше всего? Мне сейчас очень нравится. Я очень любил турецкую кухню. Поехал в Турцию вот летом. Месяц там пожил. Акундус намедорит. Теперь я хочу в Грузию. А почему? В Турцию не понравилось? Мне там очень понравилось. Я там в 3 местах. Мне интересно было, как там на кухне обстоят дела. Я по 2 дня, по 3 дня я просто бесплатно работал. И как там обстоят дела? Там вот в Турции очень туристический город, очень много людей. Там, вы в Стамбуле были? Там очень вкусно, споров нет, но насчет стандартов и правил на кухне, это оставляет желать лучшего. Баъд аз ин суҳбат чиптаҳо ба Туркия ба фикрам камтар фурӯхта мешаванд. Шамс, а здесь, в Душанбе, вы в каком году, получается, приехали из Худжанда? Ровно год назад. Ровно год назад. А как вы решили переехать? Меня позвали, опять-таки, после того, как я остался в Москве, и вот 8 месяцев прошло, и я делал визу в Европу. Мне надо было приехать насчет документов и собрать документы тут в Худжанде. Я приехал, начинаю собирать документы, через 2 недели начинается война. И границы все закрываются. И меня позвали, Ноза позвала в Бон Аппетит. Кстати, у нас был вопрос от подписчиков и от слушателей нашего радио про Нозу как раз-таки. Спросили, каково это работать с Нозой, какая она в жизни. Ноза — это блогер и повар, кондитер, по-моему, да? И она и основатель кафе Бон Аппетит. Да, 3 года назад я по кондитерке ученик Нозы. Именно она меня потянула в это искусство, да. Она приехала со своим мастер-классом в Худжан 3 года назад, и я записался на французские десерты были. И я начал себя активно проявлять на ее мастер-классах, и после она, когда в Худжане была, заезжала покушать. И потом, после того, как узнала, что я в Худжанде, ей шеф-повар нужен был, написала, позвала, я приехал. Я думал, что я просто на неделю буду меню обновлять и потом обратно уеду. И вот договорились, мне понравилось тут, и
так и- работать с ней приятно, она Да. хороший шеф. Как человек, управляющий, лидер, она очень, очень вдохновляет на самом деле. Она очень сильный партнер вот, по жизни, как стойко она идет. И сам по себе ресторанный бизнес — это очень сильный бизнес на самом деле. И то, как она вот в течение 3 года она уже этим занимается, и то, как ее кафе процветает, у меня свое было тоже кафе, я знаю, как это трудно и как она это ведет, я просто восхищен, на самом деле. ин Брайан Трейси аз ба фикрам Свои ноза. кафе и рестораны, свой ресторан, точнее, и кафе в Худжанде вы закрыли. Да, я закрыл. И приехали сюда. Не было сложно, не было страшно? Нет, я перед тем, как переехать в Москву, я закрыл, и как раз таки меня позвали, я закрыл и остался там. як чизи дигар шумо дар вақте ки роҳбарӣ мекардед ҳамагон шуморо гӯш мекарданд акай Шамсиддин ин табақро ба куҷо гузорем, яъне ҳамагон аз шумо мепурсиданд. Акнун ба шумо як бонуи дигар мегӯяд Шамсиддин он табақро ба он ҷо гузор. Инҷо яъне чӣ гуна Нет, ҳис мекунед? такого вообще нету у нас. Я Кабул напомню, карде. что Шамсиддин повар, а не... Не, ман который фаҳмидам, моет ман дар посуду. назар надорам ки ӯ Нет, пешхизмат вот аст. на самом Яъне деле- зери як зерсохтори як шахс кор кардан ман дар маҷмӯъ дар назар дорам. Не, вот в общем говорю, дело не вот меня и Нозы, да. Каждый человек знает свою работу, да. Если он шеф-повар, да, он полностью знает, какие у него обязанности и что он должен сделать, да, например. Также я свои обязанности знаю, и я просто это делаю. Она мне на самом деле не говорит, что надо делать. Раз в 3 месяца надо меню делать, я уже готовлю, что надо меню обновлять. Я просто пишу, что вот меню меню надо обновить, и надо просто фотосессию организовать. Она организовывает, мы это все делаем, я все техническую часть сделаю, она отправляет, и вот. Беҳтарин. Если вот работает на самом деле профессионалы, это очень легко надо делать. Работа очень легко идет на самом деле. Бывали ли случаи, когда ваши гости вашего ресторана, и люди, которые пробуют и едят вашу еду, оставляли негативный отзыв? Или не было такого никогда? Конечно, мы работаем с людьми, и бывают ошибки и с нашей стороны. Мы вот говорю, что мы специально, на работе всякие бывает. Бывают и негативные отзывы. Именно благодаря негативным отзывам мы идем, поднимаемся вверх. Если вот прислушаться к гостю, и надо вот где минусы, возможно, помимо работы мы не замечаем этих минусов. Если нам кто-то говорит, мы фокус делаем туда и исправляем это. Шамсиддин бисёр хуб мефаҳмонед жест, мимика, тарзи, имову ишора. Дар тренингҳо, дар мастер-классҳо бисёр аллакай ширкат карда истодаед. Панҷум ашо. Аллакай маротиба панҷум. Ва дар мавриди ин масъала муайян кардем. Ошпаз, қанот шахсоне ҳастанд ки хӯроки болаззат дар наздашон, яъне ҳатто намегӯянд маро бихӯр, маро истеъмол кун, мегӯянд. Чаро шумо ин қадар хуб, яъне бисёр як симои хуб доред, вазни зиёдатӣ надоред? Мы же вот каждое свое блюдо пробуем, и вот когда пробуешь на полноценную еду, уже просто аппетита не остается. Вот. Ва дар чунин рӯзҳо, яъне хӯроки шом, Нет, я хӯроки полноценно субҳӣ кушаю 3 раза в день, да? Но этих 3 раза в день я неполноценным. Я сам знаю, что у меня недобор, поэтому все год. Нет, Всё почему ради- прям недобор, так жестко сказано? Все в порядке? У каждого А также свое еще телосложение. вот у каждой сферы работы, у каждой профессии есть свои болезни, да? У поваров это болезнь спины, ног, там варикоз и желудком проблемы. У меня еще и гастрит 4 года, как вот. гастрит. Сложно, Да. наверное, Ау. приходится работать в этой сфере, сталкиваться ежедневно Вот с из-за едой. того, и что мы вот редко-редко кушаем, из-за этого происходит и гастрит. различные болезни, ва да? ҳастанд боз желудка. ошпазоне ки баръакс хуб истеъмол мекунанд хӯрок Да, да. ва онҳо низ ба гастроэнтеролог мераванд ба наздашон. Они хорошо и пьют, поэтому. Ага, а у нас такого, мне кажется, баръакс. нет. Ман як Большинство больших поваров, если ты заметил, они из Европы, да, там по телевизору их когда показывают. ва Или из албатта России. боз хусусан либосҳояшон шумо низ ба фикрам бояд аз онҳо ин масъаларо бояд такрор кунед вақте ки дар пироҳан Шамсиддин навишта бошад. Кстати, говорят, что колпаки у поваров, они олицетворяют и показывают его статус. Да, это во Франции. Расскажите, пожалуйста. Это только во Франции? Да. У нас там, например, без разницы, да, какого Да, вот размера это будет во колпак? Франции, которые вот именно вот поварские, они
и дальше они обучают, там, Мишлен, это от... Все понятно. Чем выше колпак, тем круче повар получается. Да, вторая звезда, третья звезда. бисёр хуб мавзӯи хубро шумо кушодед. Масъалаи ситораҳои Мишлен. чӣ ба шумо лозим аст то ин ки ин ҷоизаро соҳиб гардед? Каме муфассалтар маълумот пайдо кунед. Ва умуман қабл аз ин шумо андеша кардаед ки ҳа як рӯз ман ҳамин ҷоизаҳоро соҳиб мегардам? Я не думаю, что Мишлен до Таджикистана. В Москве уже отобрали звезды Мишлен из-за санкций. Мишлен — это просто путеводитель, который, вот, если в историю впадаться, для просто, чтобы водители узнавали, где стоянка была. И там водили просто в 56-м, что ли, и там водили просто, где вкусные заправки, и там, где можно подкрепиться вкусно. И так пошло-поехало. И просто это был для водителей путеводитель, и сейчас это считается просто... Если одна звезда, то просто стоит, если ты в этом городе, стоит посетить. Если 2 звезды, туда надо просто запланировать в этот ресторан свой визит. Если это 3 звезды, это считается просто пища богов. Туда просто мечтают люди попасть на самом деле. У нас в стране, думаете, ни один ресторан не достоин мишленовской звезды, или это нам не нужно просто? Там еще стандарт хас есть, если впадаться там по ГОСТ есть, хас есть. Если так податься, то очень многие рестораны страны даже этого статуса просто соответствуют. Шамсини Хоксорна гуфт очень много гуфт, яъне аксарият ҳама нагуфт. Кстати, очень реально большое количество заведений открывается ежегодно в нашей стране, в нашем городе. Поговорим об этом во второй части нашей программы. Прямо сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Друзья, напоминаю, что вы слушаете утреннее шоу «Салом Хамсадо». У нас в гостях сегодня Шамсидин Насрединов, молодой и талантливый шеф-повар, блогер, фуд-блогер. Обязательно вернемся в эфир и продолжим нашу беседу. А пока рекламная пауза. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Друзья, утреннее шоу «Салом Хамсадо» продолжается, так же, как и наша беседа вместе с фудблогером и шеф-поваром Шамсидином Насрединовым. Шамсидин, мы остановились на том, что в нашем городе и в целом в нашей стране ежедневно, не ежедневно, но ежегодно открывается большое количество различных заведений, ресторанов, кафе, вот. И выбора на самом деле больше стало по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Вы ходите по ресторанам или вы только частые гости Бон Аппетита? Нет, я вот минимум в неделю раза 2-3 точно посещаю вот разные сегменты ресторанов. Люблю, вот как же ранее сказал, турецкую кухню, грузинскую кухню, и очень вот обожаю вот итальянскую кухню. Так, и где вам еда больше всего нравится? Какое заведение ваше любимое? Хурокро унҷо бисёртар истеъмол мекунед, ҳамон қадар бисёр меравед? Итальянская кухня вкусная, иль патио. По десертам, конечно, вот бон аппетит. албатта инҷо ягон суол ҳам нест. Шунавандагон ҳам фаҳмиданд ки Шамсидин объективии инҷо баҳо. Национальную кухню где предпочитаете есть? В Рохате. В Рохате, да. О, здорово. Да. Я тоже люблю Рохат. Шамсидин онҷоро тавсия дод. Агар ду намунаи аввал Ҷамила иҷод Подождите. таблиғотӣ набошад, севумин ин реклама буд. Нет, у меня уточнение. Чайхана Рохат? Да, чайхана. Ага. Чойхонаи Рохатро шумо дар назар Мы доштед? подумали о заведении, про вот не чайхана, вот которая Цума, а вот Куртовхона же есть. Рохат. Да. Ҳоло суроғаро ҳам гем реклама мешавад. Да, это точно. Ну все, в целом я все поняла. Суоли дигаро ман муайян карда мехостам. Чаро дар ресторан, дар тарабхонаҳои яъне бузург, премиум класс читаро ки шумо қайд карда будед, дар як табақи бузург хӯроки хурдакак меорам? Там же сеты, если вот подают очень маленькие порции, значит это вот, например, сет от шефа, который там 8-9 позиций. Ты должен кушать вот маленькие такие порции, 8-9 блюд, например. Тогда точно за раз наешься. Это какая-то история, это какая-нибудь
интерпретация от шефа, все может быть. А если одно блюдо заказываем и приносят вот маленькие порции, это уже проблема заведения, в которое ты ходишь. این проблема جایبی ما است با قبل проблема کیسه ما است ولی باز همچون یک شخصی که از خوراک از فود من سوهای خوراک آماده کنی دورتر هستم چرا همه اون ست ها رو در یک تا نمیونن این اکنون اثر رو ویران میکنند به قبل Нет, это перекус, перегрев и к основному. Потом все это заканчивается десертом. فهمم Слушайте, а вот у вас была такая ситуация на шоу «Молодые ножи», где вы начали готовить жаркое, и вы все начали готовить в одном казане. А Ивлев, он прокомментировал и сказал, что, оказывается, для жаркого поочередно готовят каждое блюдо. Ну, в смысле, каждый ингредиент поочередно обжаривается отдельно, и дальше все это соединяется. Вы об этом не знали или как все это происходило? Нет, в России готовят так, во Франции тоже готовят так. Все отдельность. Мы же вот в одном казане все это привыкли. Да, и у меня стиль тоже такой готовки. Я все в одном казане. А там даже если делают суп, там поджарку, там лук и морковь поджаривают отдельно. Там просто ставят бульон и потом закидывают туда поджаренные овощи. Вот, а вкус такие. Сильно отличается прям? Или не очень? Если все блюдо отдельно если жарить, там полностью вкус продукта остается при нем. И когда все это соединяется, мне это не нравится. Мне нравится, когда вы вот как дома мы готовим. اکنون فهمیدید شمسیدین با هر خیل ایولیف باور نمیکند عقیده خود رو دارد Ну, вы, точнее, не то чтобы буварный кунат, а есть свой выбор определенный. Да, просто у каждого есть свой стиль готовки. Если у меня такой стиль готовки, а у меня такой стиль готовки, у него другой, это не означает, что у меня вот моего варианта не существует, да? Так? Он сказал, что жаркое похоже на лагман стал. Да, вот это же русская кухня, вот и в древности все по отдельности, потом соединяли и потом в соусе. Ну, значит, получается, то, что вы приготовили, реально было похоже на лагман по вкусу? Нет, ну, по вкусу нет, по стилю, да. По стилю, да. Понятно. Все, хорошо. Слушайте, у вас в Инстаграме очень много различных рецептов, начиная от десертов, заканчивая грузинской кухней, там, хинкали вы недавно готовили. Да. Плюс вы в своих видео не один, чаще всего кто-то есть с вами. Нет, не то, чтобы кто снимает, а кто вместе с Шамсидином готовит. Это получается у вас рубрика... А я делаю, да, коллаборации, и в основном это свои друзья, очень хорошие знакомые, даже если откуда-то прилетают, встречаемся, просто для контента это делаем. В основном это очень творческие люди, которые вот... хотят в каком-то стиле, например. Вот для каждой участницы, это чаще всего девушки, для каждой участницы есть свой подход. То, что она любит, то, что ей нравится, например, готовим это. بهترین اومن این اقدامی خوب است با فکر من برای اینکه وقتی اون گل دختران با شمسیدین خوراک آماده میکنن بعد از این نوار رو دیدن پسر بچگان میگن که ها نصیبا خوراک آماده کرده میتواند خواستگار رو اون کرده لازم است با خونه آنها من در نظر دارم یکی از یعنی یگانه دختری که با یعنی در با خاطرم اومد همون شخص اکنون دیگران شاید کمتر میدونم من Мне кажется, ты попал, да, в какую-то точку. من گل دختری که با یعنی با خاطرم اومد دیگر راستی من میدونم که دیگر گل دختران نوار گرفتن من نمیدونستم حداقل یعنی من خود رو حمایت کردم و من میخوام امروز با خونه راست بیروم جمیله. От подписчика из Инстаграма, от слушателя, от вашего, может быть, подписчика, в общем, задали вопрос, сказали, что, пожалуйста, можете ли вы спросить у Шамса, живет ли он с Заркой, встречаются ли они? Чтобы вы понимали, друзья. Гавсари блогер Зарнигор Хусейнова мироват в Инджакну. Чунин як соол мионома. Я сначала ничего не поняла. Потом разобралась. Есть много видео как раз-таки совместных коллабораций с Заркой. Зарка — это Зарнигор Хусейнова. Да, Она является блогером, довольно-таки популярным в нашей стране. И в целом вы часто делаете коллаборации. Может, оттуда вопрос или как? Или что? Расскажите, пожалуйста. С Зарнигор мы знакомы более 3 лет. Она очень хороший друг. И после того, как я приехал недавно, вот в ноябре с Москвы, я искал квартиру,
И как раз-таки в ее блоке была свободная студия. Мы жили на одной площадке, но в разных студиях. Мы начали делать контент. Именно вместе с ней мы придумали сделать коллаборации, чтобы привлечь других. Да, например, коллаборация именно это была и наша идея с Зарой. Мы потом уже это дело очень хорошо пошло. И мы думали, не почему бы не расширяться, да, например. У нас просто, была студия маленькая, там просто кровать и кухня. Это вот в одной комнате. Мы хотели просто, к нам приходят друзья, Рафаэл или еще насчет всяких проектов обсуждать. И мы подумали, почему бы не, в общем, не взять квартиру побольше с гостиной, да, например. Мы нашли отличный под офис студию, в которой сейчас живем. TikTok House да, это... И она жила в Москве, и я жил в Москве. У нас просто типа московская хата, блогерская, да, которую мы снимаем и продвигаем там свой блог. На кухне я готовлю, я живу на 12 этаже, она живет на 13-м. Просто кухня общая. Мы с ней не в отношениях. Мы с ней просто хорошие друзья, и у нас общая кухня, а так живем. Ну вот, так как вы часто появляетесь на видео вместе, у людей возникает вопрос, а в отношениях ли они встречаются ли базарнигор ин муносибатҳо лозим нест, чунончи онҳо як ошхона доранд ва ин кифоя аст. Вақте ки Шамсиддин хуб хӯрок омода мекунад ва зарнигор метавонад ба корҳои худ машғул шавад. Вы как брат и сестра. Да. Получается. И это здорово, классно. Ждем еще видео в будущем. Есть еще один вопрос также от подписчиков. Так. Какие у вас планы на будущее? Будете в Москве жить или здесь? Пока мне очень нравится жизнь в Душанбе. Я пока не взял того, что хочу взять в Душанбе, пока в дальнейшем мы тут. А какие планы в Душанбе? У вас хотите открыть свой ресторан? Или, может быть, кондитерский магазин? Еще 2 проекта взял. Под шефство 2 ресторана открывается в Душанбе. На открытие приглашу. Это очень... Такого еще в городе нету. Подождите, а как тогда работа в Бон Аппетите? Или сейчас Ноза, которая слушает эфир, что? Нет, под моим шефством. Там тоже есть повара. Я просто буду меню ставить и обучать поваров. Здорово, здорово. А в смысле у нас пока нет такого ресторана? Это что за такой такого формата еще нет. А что это за формат? Чего у нас нет? Давайте подумаем. Формат to go набуд. Акнун хаст. Боз чи буд? Ошхонаҳо набуданд, акнун ҳаст. Нет, именно по интерьеру, по стилю подачи, по десертам такого нету. Это случайно не будет заведение в стиле ресторана из фильма «Меню», если вы видели? Нет. Джей Тейлор. Звук выключите, я скажу. Ладно. Уйдем тогда на рекламную паузу. Далее вы нам расскажете, а мы потом... Возможно, передадим нашим слушателям. Шояд ки намегем, барои ки ман рози ниҳонии шунавандагонро, ман рози ниҳоние ки мақсад ба ман гуфтан, ман бовар мекунам. 10 часов утра в Душанбе, друзья, 10:04 уже время. У нас есть игра одна на Шамсиддин, она называется «Бапеш». А прямо сейчас Фирдоус будет задавать вам вопросы, а ваша задача ответить просто да или нет. Это будут очень легкие вопросы, они связаны с вами, ваш выбор. Не думая, просто отвечайте первое, что придет вам в голову. Бисёр андеша кардан лозим нест. Кормандони техники омода ҳастед? 1, 2, 3 рафтем. Бапеш. Шамсиддин, Бапеш. Модаратон намегӯяд ки бас аст бачаам акнун ба хона духтаракеро биёр ки дигар вай ба мо хӯрок пазад. Намегӯянд? Не. Дар ошпазӣ устоди сахтгир доштан хуб аст? Дӯстон намехандиданд ки чаро ошпазиро интихоб кардӣ? Не. Ба шогирдон ройгон нозукиҳои пухтупазиро мефаҳмонед? Дар ҳаёт бо хиёнат бисёр вохӯрдед? Не. ошпазҳо ролтон истеъмол мекунанд? Бисёр аҷиб. Ба ресторан рафтан беҳтар аст ё ин ки хӯрокро барои худ дар хона? Дар хона. ошхонаи аврупоӣ аз ошхонаи миллӣ дида болаззаттар аст? ошхонаи миллӣ болаззаттар аст. ошпаз будан дар Москва ё ин ки тарабхонаи худро доштан дар Душанбе беҳтар аст? Кадоме аз ин? Тарабхонаи худро доштан дар Душанбе. бахши ба пеш ба анҷом расид инҷо дар якҷоягӣ бо Шамсиддин.
Друзья, спасибо большое, Фирдаус, Шамсидин, за столь интересную игру. Скажите, пожалуйста, вот вы выбрали иметь ресторан здесь, в Душанбе. Вы так и не ответили на вопрос, в будущем у вас есть цель вот открыть свой ресторан? Или вам это не интересно, вам удобнее работать, не удобнее, а больше нравится работать шеф-поваром где-то? Просто у меня уже был такой опыт, и я уже не мог вот 1,5 года из Худжанда просто выходить куда-нибудь. Мне более... Я за креатив, я буду брать несколько ресторанов и управлять, нежели чем просто на бумажной работе, это не мое. Просто я за креатив, да, вот за креатив, за свободное передвижение, и все остальное меня не трогайте. боз як чизи дигар ман муайян карда мехостам, шояд дар рафти суҳбат инро напурсидем, шахсе ки ин қадар сол кор ва фаъолият кардааст, барои шумо ҷолиб аст бо франшизаҳо кор кардан? Барои мисол акнун Макдоналдс шояд не дигар лицензия ё ин ки франшизаҳои дигар тарабхонаҳоро ба Тоҷикистон овардан? Да, это очень хорошо помогает нашей экономике. Сейчас очень много ресторанов, которые есть в Москве, да, например, и в других городах тоже. Это очень, вот, ресторанный бизнес в нашем городе, вот в Душанбе, очень сильно содействует этому. Не, ман дар назар дорам худи шумо омода ҳастед ки яъне дар оянда шояд ягон франшизаи тарабхонаҳоро биёред? Нет, я лучше свое авторское сделаю, чем просто если купите франшизы, вы полностью идеи креатива не будет просто. Им надо просто сделать так, как делают они, например. Штарки онҳо талаб мекунанд. Да. Ва ба шумо низ албатта ин ҷолиб намешад. Ба хотире ки шумо таҷриба доред. Ман аминро муайян карда мехостам. Ташаккур. Мы в начале нашей беседы говорили о том, что, да, ты, точнее, сказал, Фирдаус, что для мужчин профессия повара, она не очень популярна. Больше всего женщин становятся поварами, все верно? Акнун шояд дар тарабхонаҳо не, аммо одатан дар хонаҳо, яъне агар... Минутку, можно вот... Як лаҳза. Домохозяйка на кухне, вот повар на кухне, это называется домохозяйка. А вот повар, который работает на кухне, готовит в ресторане, а человек, который готовит в ресторане, это называет его поваром. Поэтому не спутывать. Вот об этом я и хотела сказать как раз-таки, Шамсидин. Спасибо, что помогли. И даже среди поваров профессиональных больше и чаще встречаются мужчины. Да, почему? Ну, это к тому, что, наверное... Вот парни очень усердно, целеустремленно, хорошо во всем разбираются. Если вот человек захотел там по поварскому идти, да, он просто будет топить, да, по этой направлению. То есть женщины, у нас таких проблем нет, как семью, вот детей растить. Это все мы предоставляем вам, а сами просто работать за своей специальностью, да? Шамсидин бисёр хуб гуфт, вале ҳатто баъзе корҳои занҳоро ҳам қайд кард. Либосҳоро шумо худ мешӯед, яъне. Что ж, Шамсидин, тогда ответьте на такой вопрос, который не прозвучал в Бапеше, но прозвучит сейчас. Мужчины-повара готовят вкуснее, чем повара-женщины? Немного... Откроем эту тему. То, что я делаю дома, да, даже если я готовлю дома, я готовлю это по-ресторански. Я не могу готовить по-домашнему, да, например. То, как моя мама, например, дома готовит, она не умеет готовить по-ресторански, например. Вот у каждого есть свое место, например, на самом деле. И это не спутывает то, что я готовлю дома, и то, что я готовлю в ресторане. Это совсем разные вещи. Женщины тоже готовят в ресторанах? Я имею в виду вот именно профессиональных поваров. Да. Очень много классных, я видел получше, чем парней, которые девушки готовят на кухне, а именно я видел таких людей в России, вот в Москве. Такие сильные, очень... Девушки умеют готовить, я вам скажу, да. Профессионалы в своем деле. Да. Что ж, здорово, спасибо огромное. У нас есть рубрика «Бомаза». Мы вам о ней рассказали. В утреннем шоу мы рассказываем рецепты для наших слушателей, рецепты завтраков чаще всего. У вас есть какой-нибудь специальный рецепт для наших слушателей? Готовы рассказать? Вот очень много спрашивают насчет сырников. Сырники. Партнер рубрики «Бомаза» – сеть супермаркетов «Йовар». Сеть супермаркетов «Йовар». Мы рядом. Мы с вами. Мы ради вас. Что ж, друзья, прямо сейчас Шамсидин будет рассказывать нам рецепты сырников. Нашри махсус будет дигар такрор мекунам. Сеюм маротиба махсуси бомаза. Точнее, даже не рецепты, а один специальный. Самый лучший рецепт от Шамса. Вот самый простой рецепт сырников.
А для сырников самое главное это найти хороший творог, хороший сухой невлажный творог. Дальше возьмем, это очень несколько ингредиентов на самом деле. 200 грамм творога сухого, перетираем через терку, 2 столовые ложки сахарной пудры, желток и потом столовую ложку манки. Все, больше ничего не надо. Так, все это перемешиваем, делаем Да, сырники, формируем и жарим. Здорово. Что ж, друзья, надеюсь, вы запомнили. Сирником у нас чӣ гуна онро ороиш дода мешавад? Сметана, сгущенка, ягоды, варенье. Джемы. Как бо любите, да. згушонка ба назарам ин шоҳи умуман хӯрокҳо мешавад ва аз ҳама муҳим ки ҳама ин ингредиентҳоро дар супермаркети ёвар дастрас кардан мумкин аст. Да. Друзья, что ж, а все это дело можно будет запить энергетическим напитком Flash Up. Сирник И бо подзарядиться. энергетик Ҷамила метавонад. А все это оплатить и приобрести можно с помощью карты от Душанбе Сити, албатта друзья. пули коғазӣ масраф кардан лозим нест. Бо телефон ба Душанбе Сити ворид шудем ва албатта пардохт мекунем. Официального партнера нашей программы Душанбе Сити благодарим за поддержку и также бодрящий напиток Flash Up. Вам тоже спасибо большое, что вы есть. Шамс, спасибо, что пришли к нам. Это было веселое утро, познавательное и очень интересное. Спасибо огромное, что позвали. Надеюсь, что понравилось. Все было Албатта. здорово. Все было здорово, друзья, дорогие слушатели. Если вдруг вы не успели послушать нашу программу и наше интервью с самого начала, не переживайте, скоро выйдет запись на YouTube. Всем YouTube подписчикам большой-большой привет. Мы вас любим, вы классные. Что ж, друзья, и еще раз спасибо Шамсидину, хотим сказать, удачи вам в дальнейшем, пусть у вас все получится. И вот когда вы станете уже человеком, который на заведении 5 прокурирует и будет руководить этими заведениями в нашем городе именно по кухне, то ждем вас снова, чтобы вы рассказали уже, в чем отличие, где вам работать больше нравится. Спасибо огромное, значит, скоро увидимся. ҳатман мебинем. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед. Интизор мешавем даъвати шуморо ҳам ва дарҳои радио Ҳамсадо боз ҳастанд ва бисёр вақти хуб гузаронидем бо шумо. Ташаккур мегем ва албатта барнома инҷо ба анҷом мерасад. Всем пока, друзья, услышимся завтра в 7 часов утра. Ба ҳама хайр. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.